Здравствуйте! На канале АТВ «Предвыборные дебаты». Меня зовут Елизавета Ротарь, и я приветствую независимых кандидатов в примары города Камрад. Итак, у нас в студии Мария Полукчи, Владимир Якимов и Николай Дудоглу, независимые кандидаты в примары города Камрад. Добро пожаловать на наши дебаты. Здравствуйте. Здравствуйте. Вначале ознакомлю вас с правилами проведения дебатов. В соответствии с регламентом все кандидаты дебатов имеют в общей сложности по 15 минут. Дебаты делятся на 6 раундов. Первый раунд – 1 минута. Кандидаты представляют себя. Расскажите о своем опыте, о своей работе. Второй раунд – 2 минуты. Кандидаты представляют предвыборную программу. Третий раунд – 4 минуты. Кандидаты отвечают на вопросы модератора. Четвертый раунд – 4 минуты. Перекрестные вопросы. Кандидаты задают вопросы друг другу. Пятый раунд – 3 минуты. Вопросы в конверте от избирателей. И шестой раунд – 1 минута для обращения к избирателям. Итак, мы начинаем, и у нас первый раунд. Согласно проведенной жеребьевке, первым у нас отвечает Николай Харлампович Дудогло. Итак, Николай Харлампович. В первом раунде дается 1 минута для всех кандидатов, чтобы вы представляли себя. Вам право, Николай Харлампович. Спасибо, Елизавета. Уважаемые наши телезрители, меня зовут Дудогло Николай Харлампович. Так уж получилось, что практика у меня очень большая. 20 лет я уже в политике. Начал свою деятельность, работая тренером, профессиональный спортсмен, профессиональный тренер. В дальнейшем стал директором спортивного лицея-интерната, потом начальником управления молодежи и спорта, депутатом Народного собрания, потом примаром. 3 раза Камрад меня выбирал примаром. В дальнейшем я работал в парламенте. На сегодняшний день являюсь также депутатом Народного собрания. Скажу, что это время, конечно, это большой труд, большая практика. Но самое главное, что я сегодня, в принципе, знаю всех руководителей министерств, международных организаций, нахожу вообще с посольствами. Уверен, что в работе этот большой опыт мне поможет для того, чтобы Камрад развивался и достигал тех возможностей, которые заслуживает. Спасибо, Николай Харламович. Согласно жеребьевке, вторым у нас отвечает Якимов Владимир. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые телезрители, жители города Камрад и Грузии. Меня зовут Владимир Якимов. Я 78 года рождения, уже житель нашего города. Закончил теоретический лицей в 96 году, потом поступил, я окончил Нижегородскую академию МВД Российской Федерации по специальности юрист по борьбе с экономической безопасностью. С того момента с 2001 года по 2023 март месяц я работал в системе МВД, в основном в сфере экономической безопасности, проверяя деятельность примарии не только в муниципе Камрад, но и на всей территории Грузии. В связи с тем, что меня вывело, что в нашей примарии творится очень большие беспределы, я решил выдвинуть свою кандидатуру для того, чтобы прекратить данный беспредел. Спасибо. Спасибо. И Мария, вы у нас под 3-м номером. Да, Добрый день, уважаемые жители нашей Грузии. Я Мария Полукчи. Родилась я в селе Чекмайдан, но больше времени проживаю в городе Камрад. И немного вложила свою лепту на город Камрад, так как работая на стройке, я делала инфекционное отделение бесплатно своими силами вместе с гражданами города Камрад, бизнесменами. 7 лет я инициативная группа в муниципальном совете присутствую уже на протяжении 7 лет и решаю вопросы совместно с гражданами, которые наболевшие их права, которые ущемляют. С ними совместно решаем данные вопросы. Я решила баллотироваться за справедливость идти, за то, чтобы примария, муниципальный совет и примария... Спасибо, Мария. У вас будет еще возможность в следующем раунде продолжить, если вы решите что-то еще рассказать о себе. Итак, у нас первый раунд завершился, у нас второй раунд, а второй раунд – это предвыборная программа кандидатов.
На этом дается 2 минуты. Вы можете ответить на вопрос, почему вы баллотируетесь на пост примара, и расскажите главные приоритеты ваших предвыборных программ. Первым у нас отвечает Николай Харлампич. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Уважаемые телезрители, наша программа роздана. Я надеюсь, что каждый дом получил нашу программу, ознакомился. Это очень расширенная программа. Она состоит с 11 разделов. Но я сегодня, имея возможность, остановлюсь на некоторых самых важных разделах. Это в первую очередь социальная сфера. Уважаемые друзья, сегодня очень тяжело. И скажу, что в стране сегодня нет ни одного гранта, ни одних проектов для того, чтобы людям помогать. Это только мы можем с собственного бюджета. Поэтому мы предлагаем, чтобы 6 раз в году Приморье выделяла помощь, это продуктовые пакеты. Мы предлагаем, чтобы хлеб выдавать убрать возрастной ценз. Мы предлагаем, что зимний период обязательно компенсировать людям, те, которые живут в многоэтажных домах, а те, которые живут на земле, выделять дрова, уголь, для того, чтобы, естественно, что никто в нашем Камрате не замерз. У нас очень интересная программа в других направлениях. Будет возможность, будем еще озвучивать. Еще есть 1 минута, вы можете рассказывать дальше. Не до конца понял. Спасибо большое. Уважаемые друзья, социальная сфера очень хорошо, но я скажу, что для того, чтобы социальную сферу выполнять, естественно, что нужна экономика. Поэтому, несмотря, что примар это не основная обязанность, я хочу развивать свободную экономическую зону для того, чтобы привлечь инвестиции, открыть свободные экономические зоны, более 10 предприятий. Это и рабочие места, это, естественно, что и налоги, это наш бюджет. Потому что подоходный налог с зарплаты идет 100% нашему городу. Мы сделаем все возможное для того, чтобы приглашать именно свободную экономическую зону наших гагаузов. Те, которые живут в России, Беларуси, в других странах, те, которые живут и в Гагаузии, для того, чтобы они были ближе к нам. У нас очень плодородная земля, много есть и пшеницы, и ячменя, и кукурузы, и все. Все должно перерабатываться и только тогда продаваться. И тогда у нас будет соответствующий бюджет, и мы остановим поток людей, которые уезжают за границу. Спасибо. Владимир, ваша предвыборная программа, главные приоритеты и почему вы решились все-таки баллотироваться на пост примара? За такой короткий промежуток времени очень тяжело рассказать полностью свою программу, но несмотря на это я бы хотел остановиться на том, что для того, чтобы увеличить социальную поддержку населения, это оказание помощи пенсионерам, инвалидам и нуждающимся лицам, как оказание медицинской помощи, выделение денежных средств на оказание медицинской помощи, покупки медикаментов, продуктов питания, необходимо увеличить бюджет Приморья. В связи с тем, что вы знаете, что в настоящее время центральные власти приняли закон об НДС. В связи с этим я предлагаю, в моей программе есть это увеличить бюджет за счет неналоговых доходов. Основным приоритетом также социальной поддержки населения является и социально-молодежная политика, что продолжит развивать нашу молодежь, продолжит строительство детских площадок и реконструкция старых детских и игровых площадок. У нас очень плачевное состояние в экологической сфере. Если вы заметили, что на территории нашего города практически отсутствуют лесные насаждения, я предлагаю полностью прекратить вырубку данных лесов. Да, это очень сложно, но я предлагаю плотное озеленение не только внутри города, но и в близлежащих полевых участках. На это необходимы денежные средства. Я думаю, что меценаты наши поймут. И не надо проводить такие тендеры, как проводились раньше. Мы знаем, что все люди знают. Необходимо нашими силами делать так, чтобы наш город был красивый и достойный, для того, чтобы наши гости всегда радовались и мы гордились нашим городом. Я бы хотел, чтобы в нашем городе был построен крытый бассейн и центр молодежи спорта, чтобы наши гости и наши люди сами могли увеличить свое здоровье и увеличить благосостояние нашего города. Спасибо. Спасибо. Мария, ваша очередь, ваши приоритеты в программе. Моя программа такова. Первая — социально-политическая сфера. Социально-политическая сфера — это понятие охватить всех пенсионеров, неуязвимых семей. Особенно никто не уделяет внимания матерям-одиночкам. И
дальше уже кто пенсию мало получает, тоже найти инвестиции и помочь этим людям не только с деньгами, но и строительным материалом. Может, они там строят дом, что-то, или газ платить, вот такие вот моменты. Вторая — социально-молодежная сфера, экономический рост и новые рабочие места, спорт и молодежная политика, образование, туризм, культура. Культура — это у нас самая главная ценность нашего города Камрад. Градостроительная инфраструктура, строительство и ремонт дорог, новые канализационные водопроводные сети, очистка поймы реки Албук, вернуть пастбище. Вот это тоже очень наболевший вопрос. У кого есть там корова, там ягнята, чтобы эти люди имели, как раньше, выходили, пасли свой скот, и заодно мы кушали мясо, брынзу. Сегодня вы посмотрите на рынке, очень цены очень выросли, что люди тоже не держат скот. Потом это наболевший вопрос, вернуть базар примарии, потому что это очень вот такой судебные тяжбы идут уже второй созыв нынешнего примара. Я не понимаю, почему вот такие вот моменты получили, что он упустил данный вопрос, что суды проигрывают. Это значит, тоже говорится о том, что у нас кадры очень слабые, и юристы не могут вот это все вернуть, чтобы люди, рынок сделать, модернизировать данный рынок, чтобы люди спокойно, в чистоте. Спасибо, Мария. Вы можете продолжить свои мысли уже в следующем раунде. Мы переходим к третьему раунду, и третий раунд — это вопросы модератора. Первым будет отвечать Николай Харлампьевич. И вот такой вопрос у меня. Николай Харлампьевич, вот насколько хорошо вы изучили проблемы жителей нашего города? Обозначьте 3 главные приоритетные проблемы, которые нужно решить сразу же, как только вы станете или как только вас изберут на пост примара. Первое, я, в принципе, рассказывал про социальную сферу, с этого мы начнем. Нужно готовиться к зиме, скоро, возможно, и снег упадет, поэтому мы должны людям помочь в зимний период. И, значит, обязательно и дрова, и уголь, и компенсация денег. Второе, это инфраструктура. Мы обязательно должны вернуться к тому, что в первую очередь будущий примар должен найти средства не бюджетных денег для того, чтобы отремонтировать очистные сооружения, главную насосную станцию. Мы хотим город разбить на 4 части и начинать работать. 1 год один округ, 2, 3, 4, полная канализация, в дальнейшем подключить водопроводы там, где нет у нас центральной трассе, ливневики, и то есть только после этого начинать ремонт дорог. А для ремонта дорог у нас есть дорожный фонд 6 миллионов рублей, который сегодня есть, и я уверен, что эту работу можно выполнить. Спасибо. Владимир, вы отвечаете на этот же вопрос. Вам озвучить, повторить вопрос? Да, 3 главные приоритетные проблемы, которые нужно решить сразу же, если вас изберут на пост примара. Я полностью согласен со словами Николая Харлампьевича. Да, подходит зима, и необходимо полностью обеспечить социальным помощь населению, как пенсионерам, так и социально уязвимым семьям. Да, есть такой момент, потому что, повторяюсь опять, дров нет, нечем топить, цены высокие. Вторая из основных задач — это, естественно, очистные сооружения. Третье — это экология. Все. Спасибо, Мария. Вы на этот же вопрос отвечаете. Тоже буду согласна, как ответил Николай Харлампьевич и Владимир. Хорошо, что Николай Харлампьевич первым, да? Можно ориентироваться. Владимир, это сегодня в нашем стране, что есть самое главное, это отопительный сезон, и цены, очень выросли цены. Люди об этом все говорят, и каждый день, и должны все примарии, депутаты Народного собрания, все сплотиться и посмотреть, изыскать средства, действительно, и людям помочь в этом направлении. Почему? Потому что это самое главное, это жизнь наших стариков, детей, школы, садики, это наше будущее. И думаю, что, как и Владимир сказал, что экология тоже, потому что вырубка лес — это катастрофа. Реально, как газ поднялся,
занимался, леса рубят, наверное, не успевают органы власти о том, чтобы наблюдать за этим. Есть и такое. Надо решить людей проблем, помочь людям. И я думаю, что люди, как раньше не вырубали лес, и теперь то же самое будут делать. И это все на... Спасибо, Мария, понятно. В третьем раунде мы предоставляем вам по 4 минуты. У нас время еще есть, поэтому я вам задаю еще по одному вопросу. Следующий вопрос. Какие инструменты и механизмы вы внедрите, чтобы обеспечить открытое и доступное финансовое управление в городе? В нашей программе есть 11 разделов, но один раздел именно обратная связь. Обратная связь. Я считаю, что это очень важно. Примар должен проводить приемные дни каждый день. По средам приемный день вместе со своими специалистами. В дальнейшем не один раз в год, а один раз в месяц примар должен отчитываться о всей работе, которая сделана на примарии. Ходить на радио, телевидение, чтобы люди могли задавать вопросы. В дальнейшем, естественно, что развивать сайт. Естественно, наше очень много людей, которые в принципе не пользуются интернетом, это люди старшего возраста, поэтому мы возобновим работу газеты «Столица», где будет публиковаться полностью все тендера, все аукционы, потому что сейчас, делая встречи, мы встречаемся с людьми, которые говорят, что их землю продали, даже в принципе не поставили известность. А так как в городе будет прозрачность, все будут знать, какие у нас тендера, что реализуется на аукционе, чтобы город был полностью информирован. Обратная связь нужна обязательно. Владимир, на этот же вопрос вы отвечаете. Какие инструменты и механизмы вы внедрите, чтобы обеспечить открытое и доступное финансовое управление в городе? Во-первых, полностью согласен с Николаем Харлановичем, но дополнительно к этому, то, что было сказано, я бы хотел чтобы у нас наше панно, где возле Примарии, и не только в Примарии, нужно еще отдельное панно сделать на центральной площади, выделить место, где будет указаны все моменты, которые должны рассматриваться как на муниципальных советах в письменном варианте, так и те же аукционы, тендера и программы, в которых Примария будет участвовать и выделяться какие-либо гранты на проведение тех или иных работ. Соцсети, естественно, расширение программ. Да, согласен, многие не знают, не владеют, как правильно пользоваться этими социальными сетями. Но несмотря на это, у нас есть и телевидение, есть радио, где ежемесячно, хотя бы ежемесячно, публичные слушания. Публичное, да, дело слушания. Спасибо. Да. Все, да? Да? Я не прервала вас, извините. Мария, ваш ответ? Я тоже присоединяюсь к словам Николая Харлампиевича. Было все сказано правильно, что газеты все читают, старое поколение в основном газеты. Я смотрю, и мои соседи до сих пор газеты, это записывается на газеты. Но самое главное, я думаю так, это мое мнение, и это будет правильно, независимая пресса, чтобы присутствовала на совете. Почему? Потому что сегодня нынешняя Примария имеет свою прессу, и я вам скажу, что не работает добросовестно, где нужно вырезают, включают, отключают. Это незаконно и несправедливо по отношению к своим гражданам. Это было очень много раз, и то, что газеты должны читать, это люди, да, но внутри Примарии должен был стенд и поставить туда все аукционы, что выигрывает, сколько выигрывали сумму, все, чтобы люди знали, сколько у нас осталось сельхоз, молодым семьям, чтобы люди подошли в свободное время и читали. Ознакомились, да? Ознакомились. И вот это будет самое главное — прозрачность. Вот с моей стороны прозрачность. Тогда будет все хорошо, и не будет ругания, и не будет обиды, и люди, я думаю, что успокоятся в этом, потому что очень много ущемляет людей права. Действительно, было сказано Николаем Харлампиевичем, что забирать земли, это я наблюдаю в течение 7 лет, и по сей день продолжается. Неизвестно, кто выигрывает тендера, и как они выигрывают, и как делаются договора, и как они продвигают свою работу, как они берут кредиты, и очень большие кредиты. Я когда услышала 1 800 000 000 лей, я уже который день, думая
об этом. Куда ушли эти деньги, что было сделано в городе, когда все, как было 8 лет назад, так кроме тротуарной плитки и 2 сантиметра асфальта ничего не сделано. Ирина Федоровна представляет свою программу, она сделала садик. Анастасов представляет сейчас очень красивый журнал и очень дорогой. Надо спросить у него вот эти 2 миллиона, что взял кредит, эти журналы стоят 2 миллиона, получается. И сейчас асфальт, старый асфальт стелит на дорогах, лишь бы людям покрасить глаза о том, чтобы стать примаром. Вот такие вещи, чтобы впредь не повторялись. Надо новым примарам, новыми силами, новым знаниям не обманывать людей, отнести своим гражданам корректно и серьезно. И то, что мы обещаем сегодня вот здесь, чтобы мы исполнили все пункты, которые Спасибо, мы сегодня... Мария. Вы сможете продолжить ваши мысли в следующем раунде. У вас остается 8 минут, а у Николая Харлампьевича и Владимира Якимова еще есть минуты, поэтому я задаю еще один вопрос. Если Мария захочет, очень коротко тоже ответит на этот вопрос. Значит, следующий вопрос. Каковы ваши предложения по улучшению этики и поведения членов местной администрации? Я думаю, что это важно очень, чтобы... Спасибо большое. Знаете, проводя очень много встреч, я встречаюсь с людьми, люди мне говорят: Николай Харлампьевич, но ведь не все зависит от примара. Очень важно, какой будет муниципальный совет. Но еще важнее, каких специалистов вы наберете в команду. Могу открыто сказать, да, я сегодня иду на выборы, и в принципе вместе со мной баллотируются более 25 независимых советников. Я также поддерживаю, меня поддерживает первая гагаузская партия «Наш Буджак». Но хочу сказать нашим телезрителям, что работать при мэрии будут те люди, которые имеют терпение, имеют уважение. Человек, если пришел при мэрию, просто так не приходит, а приходит со своими проблемами. Те люди, которые не будут выслушивать, те люди, которые будут оскорблять, конечно, я сразу говорю, что эти люди при мэрии работать не будут. Обязательно мы проведем очень большую работу вместе с муниципальным советом, со всеми нашими жителями, делая сходы граждан, объясняя, где можно мусор выбрасывать, где не выбрасывать, как сохранять наши спортивные площадки. Очень большую работу я планирую проводить вместе с нашими школьниками, проводя совместные мероприятия. Я помню, когда был примаром, мы проводили и Зорницу, вспоминали, значит, и моменты Дня Победы, и все остальное. И сейчас будем проводить. Для того, чтобы воспитывать молодежь, нужно встречаться вместе, проводить мероприятия, рассказывать о прошлом, рассказывать о будущем, и тогда мы сможем воспитать правильное поколение, которое будет уважать старших, а самое главное, следить за порядком в городе. Спасибо. Владимир, вы отвечаете на этот же вопрос. Какие ваши предложения будут по улучшению этики и поведения членов местной администрации, работников при мэрии, в совете, может быть? В системе МВД да, и среди госслужащих есть кодекс этики и деонтологии поведения. Сотрудник госслужащего. Такие же мероприятия мне бы хотелось внедрить и в примарии, потому что работник примарии, он тоже госслужащий. Он также должен вести себя корректно со всеми посетителями, которые к ним заходят. Он должен вести себя корректно не только со своими знакомыми, но и с тем человеком, который ему неприятен, и с ним неприятно общаться. Да, мы будем бороться с этими людьми, которые не хотят вести себя правильно по отношению к простым людям. Таких людей, естественно, от таких людей будем избавляться. Но изначально проводить с ними профилактические психологические беседы, чтобы они вели себя корректно с людьми. Кроме того, необходимо, я считаю, что для фиксации некорректного поведения устанавливать не только камеры в коридорах. При входе, да, при мэрии? Да. Но и в коридорах, где в основном люди ждут у кабинета. И мы видим, даже у меня были такие моменты: закройте дверь, я сейчас занята. Выйдите отсюда. Она знает или он знает, что я пришел по служебной работе. Они знают, что я работник полиции, они со мной так общаются. Это некрасиво. Я подходил и к замам. Они потом извинялись, конечно, но с такими людьми я считаю, что надо прощаться, если они будут себя хорошо вести с людьми.
И многое-многое другое. Все, спасибо. Спасибо. Мария, если хотите ответить на этот вопрос очень коротко, буквально там пару секунд, тоже можете ответить. Я тоже присоединюсь к словам Николая Харлампиевича и Владимира о том, что работники примарии должны быть с людьми уважительно, всех принять на прием с уважением. Если человек даже попал не в тот кабинет, который именно нужен, человека надо направить на тот кабинет, зачем человек пришел в тот день, но не выгонять, не оскорблять, так как сегодня и нападение, как советник Братунова Анна напала на меня на совете, я не знаю, почему до сих пор она не наказана и баллотируется советником. И плюс еще есть очень многие работники, которые занимают должности и в школах работают бухгалтерами, там, и примарии. Вот это все прекратить. Поэтому я думаю, что надо навести порядок в кадрах, чтобы каждый человек занимался своим должностью и знал свое одно место, а не то, что идешь в примария пустая, и не знаешь, когда этот специалист будет, и решишь свой вопрос. Это месяцами, может и полгода. И если граждане меня слышат, так и есть в разных кабинетах, которые люди приходят месяцами и не могут решить свои вопросы, особенно строительные вопросы, которые касаются, что лето идет, и человек должен построиться, но он не может строиться, потому что нету специалиста на место, чтобы он взял данный документ, чтобы начал свою работу. Но зато за схемные вопросы они выдают за 2 секунды, чтобы схема незаконной стройки велись хаос в городе. Это они быстро делают, сообща собираются и делают. Спасибо, Мария. Есть еще у Николая Харлампиевича 35 секунд и 33 секунды у Владимира Якимова, но в следующем раунде вы уже используете это время, поэтому переходим к следующему раунду. Это 4-й раунд. Здесь вы задаете друг другу вопросы. Первым вопрос задает Николай Харлампиевич. Вы можете по порядочку задать сначала Владимиру, потом Марии. И так потом Владимир будет задавать по одному вопросу. Хорошо, спасибо. Уважаемые коллеги, я считаю, что одним из самых главных разделов у меня в программе, считаю, так оно должно быть, это взаимоотношения. Если идет кандидат в примары, он должен тебе задавать именно себе вопрос, что смогу ли я всех объединить. А для этого нужно, как говорится, чтобы этот примар мог заходить в любые двери. Ну, у нас так получилось, что мы поддержали Евгения Гуцова во время башканских выборов, и я считаю, что в принципе Башкан должна поддерживать город. Мы поддержали исполком Гагаузии, в том числе. Я являюсь депутатом Народного собрания, уверен, что Народное собрание тоже будет поддерживать примарию. Ну а самое главное, я никогда не поддерживал, как говорится, партию ПАС или руководство страны, но считаю данный момент, когда сегодня мы видим, что Башкана даже не утверждает членом правительства, и накалилась обстановка между центром и Камратом, 120 миллионов у нас забрали бюджета, конечно, примар Камрата – это очень большая должность, которая должен наладить отношения с Кишиневым, для того, чтобы во всех министерствах участвовать в различных проектах, грантах. Страна получает очень много денег в этом направлении, для того, чтобы наш Камрат, естественно, что также участвовал во всех проектах и получал финансирование по многим проектам. Я задаю такой вопрос. Как вы считаете, позиция дружить с гагаузскими властями, дружить с центральными властями, это правильно или нет? Правильно. Да, это правильно. Это, я считаю, поочередно, Мария. Владимир отвечает. Да, я считаю, что это правильно, потому что мы должны поддерживать связь со всеми ветвями власти, не только с исполкомом Гагаузии, но и с Кишиневым. Одновременно с этим мы должны поддерживать связь и с иностранными партнерами, нашими друзьями: Турция, Россия, Европа. Спасибо. Мария, ваш ответ, Мария. На этот же вопрос, да? Я думаю, что Николай Харлампиевич прав, что нужно дружить со всеми государствами. Мы маленькая страна, и мы должны со всеми дружить, так как дружим. И я думаю, что до сих пор у нас по поводу дружбы не были вопросы. Нам Европа со всех углов, можно сказать, земного шара нам помогли. Но куда эти деньги ушли, это очень большой вопрос. Спасибо. Сейчас, Владимир, вы задаете ваш вопрос Николаю Харлампиевичу, а потом зададите, если хотите этот же вопрос, хотите другой вопрос Марии, поочередно. Николай Харлампиевич, вы уважаемый человек не только в городе, но и во всей республике.
Вы прошли от малого до величия. Были примаром 10 лет, даже больше. Вы, уходя с должности примара, пошли депутата народного парламента, депутата парламента. Наблюдая за вашими встречами с населением нашего города, вы говорите о том, что оставили бюджету более 20 миллионов леев на очистные сооружения. Такой у меня вопрос. За 8 лет действия нынешнего примара Сергея Ильича и за деятельность вашей политической деятельности в Республике Молдова, что было предпринято для того, чтобы проверить, где эти денежные средства? Спасибо. Вы знаете, примария принимает решения самостоятельно. Мы действительно, скажу, что 20, по-моему, даже 21 миллион, даже 21,5, которые мы не успели внедрить, они оставались. И когда Министерство экологии, потому что я сейчас точно узнал, что случилось с этим проектом, когда Министерство экологии попросило примарию пролонгировать договор, примария выбрала другие приоритеты. То есть она сама отказалась именно от этих денег. Какие приоритеты она выбрала, я точно не знаю, но они пошли другим путем, делали где-то другую работу и отказались от работы очистных сооружений. К сожалению, конечно, я считаю, что это был самый неправильный поступок, потому что первое, чем сегодня нужно заниматься, это очистные сооружения, главная насосная станция. Конечно, нужны и коллектора, нужна и канализация, но без главной насосной станции и очистных мы не сможем отправлять с города фактически все, оно должно перекачивать дальше, иначе мы Ялпуг заполним фекалиями, знаете выражение. К сожалению, я скажу, что я не являюсь довольно-таки жестким политиком, и я не предпринимал никаких действий по отношению к нашему примару, хотя были очень много обращений, что нарушаются по многие вещи, но я считал и в принципе считаю, что экс-примар не должен вмешиваться в работу настоящего примара. Для этого есть у нас очень много служб, которые занялись бы этим делом. Может быть, я сегодня могу сказать, что я был неправ. Спасибо. И ваш вопрос к Марии. Сейчас я хотел дополнить. Хороший хозяин, когда начинает строительство своего жилого дома, он начинает его с туалета. Поэтому в первую очередь нужно было сделать очистные, а потом уже остальную инфраструктуру. Хотел добавить просто, Николай Харламович. Да, я понял. Мария Дмитриевна, вы большая активистка, общественный деятель. Во благо нашего города вы поднимете любой кабинет, откроете любую дверь. Поэтому к вам такой вопрос. Вы знаете, что у нас экологическое положение очень тяжелое. Что вы намерены сделать для того, чтобы его улучшить? Я намерена сделать, во-первых, коснусь вопроса о том, что у нас в примарии дали 500 000 лей грант с Европы и дали о том, чтобы посадили лес. Но у меня на руках есть документ, который лес не посажен. Вот он. Что мы сегодня так посадили лес, что мы должны вернуть этот грант, бюджет должен вернуть этот грант обратно или же через судебные решения или как-то посадить этот лес. Но сегодня этого леса нет. Я буду бороться тем, что гранты попали, если примарию, я буду решать по-другому, не так, как примар Сергей Ильич решил, отдать своим близким людям, чтобы этот лес сегодня посадили, якобы посадили, но этот лес сегодня не посажен. Если кому-то интересен, мы можем поехать и посмотреть, что леса нет. Я сделаю по-другому. Есть у нас очень много организаций, которые, даже работники примарии, есть у нас даже органы полиции можно привлечь к этому, и посадить все жители Гагаузии, и посадить этот лес дружно, как одна семья, чтобы этот лес у нас был, потому что лес, экология — это воздух, это наша жизнь, экология нас, мы развиваемся, наши дети. Спасибо, Мария. У вас 25 секунд, вы должны задать еще свои вопросы. Теперь вы задаете вопрос, Мария. Сначала Николаю Харламовичу, потом Владимиру.
Николай Харлампиевич, знаю, что вы большой опыт имеете, работая в таких структурах. Как вы, если вы выиграете примаром, как вы думаете прекратить вот эти незаконные стройки, которые сегодня есть? Это очень наболевший вопрос возле ДК и лицея, что есть слухи о том, что даже клумбы уберут. И есть даже слухи о том, что лицей хотят свалить и сделать там строительный комплекс жилого дома. Как вы на это, вот если вы станете примаром, как вы на это будете реагировать? Я вам скажу, что это безобразие. Сегодня в стране бум строительства, и большие предприятия, в принципе, зарабатывают именно на том, что строят многоэтажные дома и продают квартиры. У нас город, в принципе, дорогое жилье, и к нам тоже начали приходить строительные компании, и мы видим то безобразие, которое творится на улице Федько, возле Дома культуры. Конечно, это нельзя поддерживать, и мы обязательно будем составлять комиссии для того, чтобы разбираться, как дальше идти. Но в дальнейшем мы предлагаем, что город выделил участок земли, где мы могли бы приглашать строительные компании, чтобы могли строить многоэтажные дома, мы пойдем и подведем и инфраструктуру, но будем в дальнейшем просить, значит, естественно, что построили дом, 5 квартир отдайте примарей. Что мы могли это давать? Лучше нашим врачам, преподавателям, спортсменам. Именно этот путь даст возможность сохранить лучших специалистов в Гагаузии, но естественно, что уберет с города это незаконное строительство. У вас еще есть 50 секунд, вы можете продолжить свои мысли, если... Я хочу еще задать вопрос. Все, хорошо. Тогда, Мария, задаете вопрос Владимиру. Владимир, вы сказали о том, что вы увеличите бюджет вне налоговых доходов. Как вы это собираетесь сделать? Спасибо за вопрос. Да, я хочу увеличить бюджет путем неналоговых доходов. Что такое неналоговый доход? Это доход поступления денежных средств в бюджет Примарии за счет сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества. Если мы сейчас посмотрим очень хорошо, и все люди, граждане и жители нашего любимого города знают, что очень много земель, не только сельхоз, но и других земель находится под незаконным использованием. Я неоднократно обращался к Экспримару о проведении инвентаризации этих земель. Однако на протяжении более 3 лет этого не было сделано. Были постоянные отговорки. Поэтому необходимо провести полную инвентаризацию земель, установить кадастровые номера и сдавать их в аренду. Таким образом, Примария будет получать денежные средства за аренду, будет осуществляться реализация сельхозпродукции, будут поступать деньги, опять же, уже налоги будут поступать в бюджет. У меня есть еще такой проект, но это необходимо вывести на совет граждан, чтобы завершить проблему с рынком нашим муниципальным. Я предлагаю торговые места, которые находятся под предпринимателем малого бизнеса, этот земельный участок выкупить, чтобы они были полноправным хозяином. Да, дорожки, вся земля останется примарийской. Но пришел, кто бы ни был из хозяев, кто бы ни пришел на данный участок, этого человека не могли выгнать с этого места. Это его законная земля, которую он может отдать по наследству любому, кому он хочет. Или продать. Да? Или продать. Таким образом, бюджет Примарии опять пополнится. С этими экономическими агентами, которые выкупают свою землю, необходимо заключить договора на их саночистку, охрану, благоустройство. Примария тоже ничего не будет терять. Тоже будут деньги поступать. Спасибо. Смотрим на время. Значит, у Николая Харлампиевича есть еще 50 секунд. У Мария уже перешла к следующему раунду. И у Владимира Якимова еще 28 секунд. Если вы за это время успеете
еще по одному вопросу можете задавать. Я задам сразу вопрос и Марии, и коллеге Кимову. Уважаемые коллеги, у меня такой вопрос. Мы видим, что в Гагаузии появились новые игроки, которые, в принципе, не очень хотят дружить с Гагаузией. Они хотят нас подчинить и командовать. Поэтому вливают сегодня огромными средствами. Но мы отлично понимаем, что сыр бесплатный только в мышеловке. Я считаю, что мы сегодня не должны отдавать город никому. Город наш, и мы должны руководить, командовать и дружить со всеми, которыми мы захотим. Это одно. И второе. Считаю, что сегодня очень неправильно и незаконно нынешний примар взял кредит. Во время выборов кредит невозможно взять, потому что любой может выбор оспорить. Как вы считаете, первый и второй вопрос? Правильно или неправильно? Абсолютно с вами согласен. Это то, что сделал Сергей Ильич, это неправильно. А то, что в нашем городе происходит активная коррупция и подкуп избирателей, это факт. Спасибо. И Мария, коротко. Я считаю тоже, что неправильно, потому что я с этим кредитом, что вы не отдали, я боролась с этим. А то, что сегодня подкуп избирателя есть, это со стороны нынешнего примарии, это есть, это скамейками подкупает, это тротуарным подкупает, это дороги, обманывает людей, что если вы меня не выберете, у вас дороги не будет, у вас тротуарный будет, а на стороне Стуканяцки была, там страшно, сколько скамеек раздали. С этим мы будем бороться, органам власти, я буду писать, будем расследование провести, на каком основании были скамейки розданы прямо в частные дома во дворах. Спасибо, Мария. Я хотел бы еще добавить, мне это 18 Можете секунд, да? Да, 18. Идут подкуп избирателей не только от кандидатов типа в примары, но идут подкуп избирателей со стороны независимых типа кандидатов в муниципальный совет. Я первый раз вижу, что советник давал какие-либо деньги, чтобы его избрали советником. Что же будет делать дальше? Что же он будет делать в совете, да? Все, спасибо вам за ваши ответы. Больше уже нету у вас минут, чтобы задавать еще по одному вопросу. У Николая Харламовича 6 секунд перейдут к следующему раунду, если вы согласны, да, с этим. Если нет реплик. Если есть реплики, можете 6 секунд. Продолжаем, да? Итак, мы переходим к пятому раунду. В пятом раунде мы предоставляем вам всем по 4 минуты. У Марии уже осталось минута 50, потому что я вас прерву, когда у вас остаться ровно по 1 минуте. Это обращение избирателям, поэтому это законно. Так, и пятый раунд у нас это вопросы. Вопросы вот здесь вот есть от избирателя, у нас конверты. Вы можете выбрать, я подойду и передам вам. Выберите любой конверт, который вам нравится, и отвечайте. Да, можете, да. Зачитайте вопрос и отвечаете. Сейчас. Как вы планируете сотрудничать с независимыми антикоррупционными организациями и местными средствами массовой информации? Хороший вопрос. Вы знаете, уважаемые телезрители, будучи примаром, я очень работал совместно, потому что иногда бывало, что появлялись такие люди, которые приходили участвовать у нас на аукционе. Да? Не знаю, как их правильно назвать, жуликами или аферистами, которые приходили просто деньги зарабатывать. Поэтому я звонил в прокуратуру, я приглашал специально прокуроров для того, чтобы они изучали, значит, как тендер, который проводится, кто участвует, чтобы те люди, которые не хотят купить участок, а приходят цену поднять, или же взять деньги именно с того человека, который хочет свой кусочек земли купить. И скажу, что это привело к тому, что тогда, значит, на наших аукционах просто исчезли все эти аферисты, и те люди, которые действительно подавали заявление, чтобы купить землю, других вопросов, оно было как бы более прозрачно, очень хорошо. С средствами массовой информации я и работал, и сейчас буду работать, потому что я ставлю перед собой цель, чтобы было очень все прозрачно. Поэтому
Поэтому мы со всеми средствами массовой информации, которые есть, ГРТ, с вами, с другими, обязательно будем заключать эти договора для того, чтобы совместно проводить работу, для того, чтобы приглашать, показывать, что Приморье добилась, приглашать на те вопросы, которые не удается, для того, чтобы раскрыть, например, как очистное сооружение. Нам нужно все время его показывать, нам нужно трубить, что у нас проблема, и проблема государственная. Это проблема не только Камрада, она государственная. Поэтому я возлагаю очень большие надежды и на правоохранительные органы, и на средства массовой информации. Спасибо. Владимир, какой конверт я вам? Вопрос первый. Первый? Да. Пожалуйста. Спасибо. Как вы планируете сделать процесс принятия решения в местной власти более прозрачным и доступным для граждан? Я уже ответил на этот вопрос. Ну, если хотите... Можно другой. Я уже ответил на этот вопрос. Еще Публикация в средствах массовой информации, вывеска панно в центральной площади Приморьи, где будут выставлены все, абсолютно все решения не только Совета, но и программы Приморьи, где любой гражданин, даже гость, может с ними ознакомиться и подойти в Приморью, и будет дежурный номер телефона, всегда горячая линия всегда будет открыта, любой телефонный звонок будет записываться для того, чтобы кому было поручено, чтобы он смог ответить, почему это не было сделано и почему так было совершено. Спасибо. Мария, ваш конверт. Дайте первый. С какой стороны первый? С этой стороны. Да, передайте. Спасибо. Каким образом вы будете содействовать усилению надзора и контроля исполнителями бюджетных средств? Содействовать усилению надзора, контроля исполнителей бюджетных средств. Как я буду? Будут все деньги, которые инвестиции или будут попадать в бюджет Приморьи, это будет прозрачно. И есть специалист, который занимается этим. И я думаю, что придя во власти, если я буду примаром или советником, я не буду мешать специалисту и не буду ткать пальцем, что нужно, какие деньги надо как бы прозрачность людям показывать, а какие надо в другие схемы расходовать. Спасибо. Я этого не буду делать. Еще есть у вас минуты. Можно по второму кругу брать конверты. Галочки. Помочь? Надеюсь, что все будет нормально. Каковы ваши взгляды на защиту журналистов и активистов, занимающихся расследованием коррупции, раскрываемые нарушением власти? Уважаемые друзья, это очень важный вопрос. Я бы скажу, что вот в последние дни мне очень много жалоб даже от бывшего председателя Народного собрания. Вышла парк, сняла фотографию, и на него напали тут же митингующие и довольно жесткой форме. Такого у нас не должно быть. Поэтому мы обязательно должны наших журналистов защищать, дать возможность. Я скажу, что это улучшает работу. Это конкретно первая помощь для Приморья, когда есть независимые журналисты, которые дают оценку, которые расследуют конкретное направление. На сегодня я считаю, что очень много есть что расследовать, потому что те вещи, которые сегодня есть, мы видим, что сегодня примара, как говорится, нет, идут выборы, но работа выполняется по асфальтированным дорогам. Кто это проверяет? Конечно, здесь журналисты должны дать оценку, проверить, сколько сантиметров этот асфальт, 2 сантиметра, 3 сантиметра, они идут так, зигзагом, все остальное, для того, чтобы поставить известность общественность. Поэтому этих людей нужно защищать. Поэтому полная, стопроцентная защита будет всех журналистов, которые будут писать и говорить правду. Спасибо. Владимир, какой конверт? От вас первый. От меня, да? Да. Пожалуйста. Прежде чем открыть конверт, я хотел дополнить Николаю Харламовичу. Да, и журналисты, и правоохранительные органы должны проверить проектно-сметную документацию, на основании чего используются эти денежные средства, как укладывается это дорожное покрытие. Просто так уложить его без проектной документации тоже неправильно. И же потом надо списать эти деньги.
В этом направлении должен работать технический надзор. Какие конкретные меры вы предпримете для борьбы с коррупцией в муниципальной администрации, если будете избраны примаром? Очень хороший вопрос. Сейчас очень много говорят о коррупции. Да, очень хороший вопрос, потому что, да, лица, которые работают на спецспециальностях, это архитекторы, землеустроители, в сфере сбора налогов есть моменты, где, да, были звонки, что совершаются акты коррупции. Будем с ними бороться. У нас есть органы по борьбе с ЧНА, то же самое. Если человек не исправится, если он будет вести себя так же, как и вел до настоящего момента, он будет за это отвечать. Отвечать перед законом, отвечать перед людьми за то, что он так себя ведет. Спасибо. Мария, вам какой конвертик передать? Да, теперь с вашей стороны. Да? Какие инструменты и механизмы вы внедрите, чтобы обеспечить открытое доступное финансовое увлечение в городе? Опять о прозрачности вопрос. Инструменты и механизмы внедрить, чтобы все гранты, которые приходят извне, чтобы была прозрачность. Я буду обеспечивать добросовестное выигрывание грантов. Не будут выигрывать одни и те же люди, все, как у нас сегодня 8 лет, одни и те же лица уже стали миллиардерами. Но есть компании, сегодня очень много компаний, и строительные, и разные компании о том, что выигрываться будут тендеры разных компаний. Кто будет предлагать хорошие условия для улучшения нашего города, те и будут выигрывать тендеры, и будем смотреть о том, чтобы развитие нашего города было на самом высшем уровне. Спасибо. Смотрим на время. Николай Харлампьевич имеет 25 секунд. 25 секунд имеет Мария Пулукчи, и минута 18 имеет Владимир. Можем еще по одному конверту, как вы считаете? Или есть реплики? Есть, наверное, реплики. Можете тогда еще по одному конверту, какие вопросы там попадутся? Каковы ваши предложения по улучшению этики и поведения членов местной администрации? Я как раз на это уже отвечал, но я хочу добавить. Я хочу добавить, что мы живем в Камрате, и очень многое уже в Камрате сделано. Сделано и бывшими примарами, и нами, и настоящим примаром. И нужно отдавать им должное. Но сегодня у нас появился новый стадион, где мы обязательно сделаем, что у нас была футбольная команда, которая играла в высшей лиге. Обязательно откроем еще одну школу олимпийского резерва для взрослых ребят, чтобы они здесь тренировались, здесь кушали и стали олимпийскими чемпионами. Николай Иванович, 1 минута для обращения. Владимир, у вас есть минута 18. Какой конвертик? Вопрос первый. Поддерживаете ли вы создание и поддержание общественных советов или комитетов, чтобы граждане могли участвовать в контроле за властью и муниципальным решением? Конечно, поддерживаю. И я за это. Любой общественный деятель, любой гражданин, чтобы заходил свободно в любое заседание муниципального совета, любое заседание профильной комиссии, и он, чтобы видел и слышал, как и данные муниципальные советники пытаются решить проблему жителей и нашего города. Еще 50 секунд. 49 Я могу еще один ответить. Без полиции. Еще один конверт вам? И без охраны, чтобы люди сидели, Да, так конечно, как сегодня все, у нас было, происходит. все, что было. Если есть реплика на этот вопрос еще. Советы именно должны быть в примариях, общественные советы?
Не только общественные, но и молодежные советы должны быть. Молодежный центр должен быть обязательно при поддержке примарии, потому что молодежь в настоящее время очень сильно развивается. В нашем маленьком городке нет мало мест, очень мало места для этого развития. Поэтому необходимо открыть как можно больше молодежных центров, и на которых могли обсуждаться и все общественные вопросы, все общественные моменты. Всех лиц, которые хотят поучаствовать в общественной деятельности и повышении квалификации, повышении имиджа нашего города, приглашаю в мою команду. Спасибо. Мария. Последний. Остается один конверт. Какие меры вы планируете предпринять, чтобы обеспечить честные и прозрачные процессы государственных закупок и контрактов в муниципалитете? 25 секунд у вас. Какие меры я планирую, чтобы прозрачность была? Я выше в предыдущем вопросе говорила, что будет очень прозрачность. Я не буду выбирать, кто одни и те же лица, что выигрывали тендеры, и все будет прозрачность. Люди как будут узнавать о тендерах? Я буду опубликовать на мониторе, вот как Николай Лампич сказал, газеты, везде буду опубликовывать, чтобы все люди приходили со всех углов района о том, чтобы выигрывали эти тендеры, и у нас город был самым красивым городом. Спасибо. У вас ровно 1 минута. Если вы имеете реплику, Владимир, 9 секунд буквально используйте. Для обращения 1 минута. Буквально реплику вот можете. Еще раз повторяюсь, уважаемые телезрители, жители нашего города, кто неравнодушен к благополучию и состоянию города, приглашаю к себе, вместе поработаем. Все, вот чтобы было честно, да, обращение по 1 минуте у вас. Ну что ж, уважаемые кандидаты, у нас 6-й раунд, и 6-й раунд – это ваше обращение к избирателям. Но для этого у вас есть по 1 минуте, и первым предоставляем слово Николаю Харлампьевичу, ваше обращение. Спасибо. Уважаемые телезрители, уважаемые наши избиратели, это очень важные выборы, что все понимали, что от этого зависит будущее не только Камрата, а будущее всей Гагаузии. Мы видим, что на этих выборах используются технологии, которые раньше даже никто не думал, что они существуют. С одной стороны, одни кандидаты используют огромные средства, обещания и очень серьезные обещания. Ту технологии, которые очень многих людей, люди живут бедных, фактически зомбируют для того, чтобы они принимали решения те, как они думают. Другие кандидаты используют кредиты, которые тоже используются незаконно. Поэтому очень важно, дорогие наши друзья, не давайте мы вместе, не отдадим наш город. Это наш город, нам вместе его развивать. Уверяю вас, что для этого самое главное – любить свой город, любить свой народ, объединиться, засучить рукава и вместе работать. И у нас это получится. Получалось раньше, а имея богатейший опыт за это время, уверяю вас, что мы найдем и деньги, и объединимся, и сохраним город, и будем развивать. Спасибо. Владимир, ваше обращение. Уважаемые земляки, Камрату в настоящий момент нужен человек, служащий собственному народу. Призываю всех проявить сплоченность и солидарность и 5 ноября выйти на наши местные выборы. Воспользуясь моментом, обращаюсь ко всем избирателям. Прежде чем поставите печать напротив какого-либо кандидата, подумайте и вспомните, если данный кандидат дал вам какие-либо блага, деньги, продукты питания или пообещал вам что-то, он купил ваш голос, потому что знает, что он может проиграть. И обращаясь к кандидатам в муниципальные советники, если вы не будете работать в благо нашего любимого города, лучше заберите свою кандидатуру. Я готов бороться за интересы простых людей, за достойную жизнь и уверенность в завтрашнем дне. Дорогие избиратели, мне нужна ваша поддержка. Сохраним хорошее, сделаем лучшее. Камрат – наш город.
нарушать его судьбу. Моя кандидатура указана в бюллетене под номером 8. Спасибо. Мария, ваше обращение. Уважаемые избиратели, я пользуюсь моментом о том, что я подала свою кандидатуру и примары, и советники. В советнике я 37-й номер, у меня символ колос. 5 ноября выйдите все к избирательным участкам и проголосуйте за колос, за хлеб, чтобы мы сегодня не потеряли этот хлеб. Не голосуйте за асфальт 2-сантиметровый, не голосуйте за скамейки, не голосуйте тем кандидатам, тем советникам, которые сегодня прикрываются бюджетными деньгами, а голосуйте за того человека, который идет честно, справедливо, независимо, который идет от души и помочь гражданам своим города Камрад. Еще 9 секунд. Я призываю всех людей, чтобы были на выборах все спокойны, не велись на подкуп кандидатам. Спасибо. Спасибо вам за участие на наших дебатах. Наши дебаты завершились. Желаем вам удачи на выборах. Вы смотрели предвыборные дебаты на канале АТВ. До встречи в эфире.